Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Их цель, самое главное, это заткнуть рот популярному агентству, информационному агентству «Костак». Заткнуть рот известному общественному деятелю Ситказы Матаеву, который защищает права журналистов. В Казахстане задержан глава Союза журналистов Ситказы Матаев. Большинство тех, кто присоединяется к экстремистским организациям, они ничего не знают о разных религиях. Министерство образования Таджикистана объявило войну пропаганде религиозных экстремистских организаций. С этой лестницы в декабре 1989 года, судя по словам очевидцев, Владимир Путин угрожал применить боевой пистолет, если повстанцы попробуют прорваться в здание. Вторая часть спецпроекта «Настоящего времени» о жизни русскоязычных мигрантов в Германии. Почти весь Голливуд ходит в наш ресторан, так что мы знаем их вкусы. Омары, трюфели и черная икра для 1500 гостей предстоящей оскаровской вечеринки. В Алматы задержан руководитель Союза журналистов Казахстана и глава национального пресс-клуба Ситказы Матаев. Вместе с ним был также задержан его сын Асет Матаев, который возглавляет телеграфное агентство «Костак». Позже его отпустили. Вот что заявил Асет Матаев по поводу их задержания. Я знаю, что наше дело связано с корыстными целями нескольких высокопоставленных чиновников, которые ввели в заблуждение главу государства, нашего президента. Их цель, самое главное, это заткнуть рот популярному агентству, информационному агентству «Костак», заткнуть рот известному общественному деятелю Ситказы Матаеву, который защищает права журналистов. Ситказы Матаева и Асета Матаева подозревают в якобы многомиллионных хищениях государственных средств и незаконной реконструкции здания Национального пресс-клуба в Алматы. В их отношении уже заведено несколько уголовных дел. Самая главная их цель – это, конечно же, корыстная – забрать наше здание, то имущество, которое отец на кредитные средства построил в Астане, в Алмате. То, что он с нуля, не отдыхая ни в субботу, ни в воскресенье, создал все, что сейчас есть. Это Национальный пресс-клуб, Союз журналистов, информационное агентство «Костак» и наши информационные агентства, партнеры в странах в Центральной Азии. Сразу же после задержания Ситказы и Асета Матаевых в принудительном порядке отправили на допрос. Их задержали за 2 часа до начала пресс-конференции, где они планировали рассказать о ситуации вокруг пресс-клуба. Коллеги считают уголовное преследование руководителей нацпресс-клуба и «Костак» заказным. Да, пресс-клуб, национальный пресс-клуб, как диалоговая площадка, он тоже вызывает беспокойство. И Союз журналистов вызывает беспокойство, и Костак вызывает беспокойство как неподконтрольная, неподцензурная территория. И одна, я думаю, может быть и основная причина этих беспрецедентных наездов, трудно иначе назвать их более литературным словом, именно в том, чтобы свернуть это диалоговое поле, информационное поле, обуздать свободу слова. Главу МВД Кыргызстана Мелиса Турганбаева подозревают в заказном убийстве. Об этом на пресс-конференции заявил главный редактор газеты «Деньги и власть» политолог Турат Акимов, на которого 20 февраля было совершено нападение неизвестными людьми. По голове меня ударили металлическим предметом. Это не было попыткой нападения. Меня хотели убить. Считаю, что это связано с моей работой. Каких-либо аргументов своих подозрений Турат Акимов не предъявил, но на пресс-конференции он напрямую обратился к главе МВД и практически пригрозил ему выложить в интернет некую запись их разговора в случае, если Акимову или его родным будет что-либо угрожать. Я сегодня обращаюсь к вам, Мелис Тохтомаматович. Если что-то случится со мной, с моей семьей, с Максатом Мамытхановым, и с Акылбеком Апаитовым, который сегодня проживает уже 2 года в Москве, то я опубликую на YouTube стенограмму нашей беседы, которую знаете только я, вы и ваш помощник. Это моя страховка. Турат Акимов известен как активный критик власти, как прошлый, так и действующий.
В таджикских школах ввели новый предмет, направленный на борьбу с ИГИЛ. История религии, по мнению Министерства образования Таджикистана, поможет детям понять истинные каноны ислама, чтобы в будущем защитить их от пропаганды экстремистских организаций. К созданию пособия были привлечены известные имамы и ученые-религиоведы. Независимые эксперты считают, что предмет рассчитан на дальнюю перспективу и пока не может решить проблемы, связанные с вербовкой молодых таджикистанцев в ИГИЛ. Только по официальным данным, более 1000 молодых граждан республики пополнили его ряды. Анушервон Арипов продолжит. Мне на уроках больше всего было интересно узнать о пророке Мухаммеде, особенно различные факты его жизни. Большинство тех, кто присоединяется к экстремистским организациям, они ничего не знают о разных религиях. Мы благодаря этой книге многое смогли узнать о них, в том числе и о исламе. Основы религии в школах Таджикистана преподают с начала этого учебного года в 9 классах. По словам специалистов, такой возраст учеников был выбран не случайно. Именно сейчас у них формируется мировоззрение, и они достаточно взрослые, чтобы серьезно воспринимать предмет. В первую очередь это связано с тем, что экстремистские группы в Сирии вербуют людей и под лозунгом джихада творят ужасные вещи. Новый предмет — ответ на пропаганду ИГИЛа, организации, запрещенной в стране. Только по официальным данным, сегодня к ней присоединились более 1000 граждан республики, и большинство из них именно молодежь. Поэтому к разработке учебника отнеслись очень серьезно. Были привлечены знатоки ислама, известные имамы и ученые-религиоведы Академии наук. Мы ученикам даем основы толерантности, добра, уважения к старшим, осознания долга перед матерью и родиной. Пособие вышло небольшое и предназначено разве только для того, чтобы дать минимальное представление ученикам об основных древних и современных религиозных учениях. Больше внимания уделено исламу, ведь около 98% населения страны мусульмане. По словам специалистов, предмет старались не перегружать информацией, а его главная цель – научить детей задумываться о своем будущем. Помимо основ религии в школах были введены еще несколько новых предметов. Семейная этика для 10 классов и основы экономики для выпускных. На уроках этики детей на простых примерах учат, как общаться с членами семьи, планировать ее и разрешать внутрисемейные конфликты. Предмет «Основы экономики» рассказывает именно об экономике Таджикистана, о торгово-экономических связях республики с другими странами. Рассказывает о программах развития, принятых в нашей стране. По словам независимых экспертов, переоценивать предмет «Основы религии» не стоит. Он рассчитан на очень дальнюю перспективу и сегодня никаких проблем решить не может. Азы религии можно преподавать в школах, а более расширенные знания должны даваться в среднеспециальных учебных заведениях и вузах республики, говорят специалисты. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. В Алматы празднуют 75-ю годовщину образования дивизии генерала Панфилова и подвига ее бойцов в боях под Москвой. Акция «Нас миллионы панфиловцев» будет проходить весь год. Несмотря на то, что сражение у разъезда Дубосекова ставится под сомнение российскими историками, в Казахстане панфиловцев помнят и чтят как героев, отстоявших Москву во время Великой Отечественной войны. Рассказывает Дмитрий Беляков. По улицам Алматы шагает колонна из более чем 5 сотен военнослужащих и учащихся военных заведений в сопровождении оркестра. В руках курсантов штандарты с наименованиями фронтов Великой Отечественной войны. Во главе шествия знамя легендарной 316-й, позже 8-й гвардейской Панфиловской дивизии. Торжественное шествие в рамках акции «Нас миллионы панфиловцев» посвящено 75-летней годовщине образования дивизии и подвигу гвардейцев-панфиловцев в боях под Москвой. Под пристальными взглядами горожан колонна движется к пункту назначения, к мемориалу в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. В парке проходит торжественный митинг и возложение цветов к вечному огню. Чтобы подвиг панфиловцев был как символ массового героизма Великой Отечественной войны. То есть на сегодняшний день мы поднимаем значимость наших казахстанцев
в участии и в Великой Отечественной войне, и в результатах ее, и, как говорится, в нашей победе. В торжественном шествии также приняли участие члены акции «Бессмертный полк». Десятки алматинцев с портретами своих предков, воевавших в Великой Отечественной войне. Семья Каревых в первый раз в строю Бессмертного полка. Сегодня у них в руках только один портрет – дедушки Натальи. Они собираются принять участие в акции и 9 мая и говорят, что подготовятся получше и распечатают портреты всех дедов и прадедов ветеранов. Нашим дедам это по-настоящему досталось с кровью и потом, и бабушкам, которые работали в тылу, и дедам, которые воевали, и дедам, которые погибли, и которые пришли. И, не знаю, я своему деду обещала, что я его правнукам расскажу об этом. За годы войны в армию было призвано почти 1 200 000 казахстанцев. В Казахстане было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полковых батальонов. Основная цель мероприятия, по словам организаторов, патриотическое воспитание юных казахстанцев. Много погибло. Осталось еще больше. Те, кто носят погоны и держат в руках оружие, они должны знать свою историю. Потому что на Востоке говорят правильно, что шагая вперед, надо оглядываться назад. А без прошлого никогда не бывает будущего. Изучением сражения под Москвой занимается не одно поколение историков. Тем не менее, некоторые документы до сих пор находятся под грифом «совершенно секретно», и периодически возникают научные споры о реальности подвига панфиловцев, количестве бойцов, остановивших наступление под Москвой. Факт в том, что был подвиг, неважно сколько их было, с чем они это заплатили, с чего им это стоило. Факт в том, что это было, это есть и это будет в наших сердцах всегда. Акция «Нас миллионы панфиловцев» будет проходить весь текущий год. Планируется широко отметить юбилей формирования панфиловской дивизии в Алма-Ате и провести автопробег по местам боевой славы и реконструкцию битвы под Москвой на месте подвига гвардейцев. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Далее в программе. С этой лестницы в декабре 1989 года, судя по словам очевидцев, Владимир Путин угрожал применить боевой пистолет, если повстанцы попробуют прорваться в здание. Вторая часть спецпроекта «Настоящего времени» о жизни русскоязычных мигрантов в Германии. Почти весь Голливуд ходит в наш ресторан, так что мы знаем их вкусы. Омары, трюфели и черная икра для 1500 гостей предстоящей оскаровской вечеринки. Двойной теракт в Сирии. По меньшей мере 57 человек погибли, более 100 получили ранения в результате взрывов 2 заминированных автомобилей в центре города Хомс. Это кадры сирийского государственного телевидения, на которых вы видите последствия взрывов. По информации телеканала, бомбы были заложены в автомобиле, находившиеся в центральном районе Аль-Захра. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Наблюдатели назвали инцидент одним из самых смертоносных в Хомсе за все 5 лет гражданской войны в Сирии. Тем временем госсекретарь США Джон Керри заявил, что участники сирийского конфликта в настоящее время близки к перемирию как никогда. Мы достигли предварительного соглашения в целом по условиям прекращения огня, которое может начаться в ближайшие дни. Сегодня в Москве в Центре адаптации и обучения детей-беженцев занятия проходят на новом месте. 18 февраля чиновники правительства Москвы выселили волонтеров и детей-мигрантов из прежнего помещения без судебного решения. Что стало причиной и как живет Центр теперь? В нашем следующем репортаже. Это вход в Центр адаптации и обучения детей и беженцев. И еще в четверг здесь была табличка об этом, но ее содрали и повесили вот эту новую наклейку. В четверг, 18 февраля, Ольга Николаенко, директор Московского центра адаптации и обучения детей-беженцев при Комитете «Гражданское содействие», придя на работу, увидела перед входом 5 мужчин. Они не пустили ее внутрь, сказав, что помещение теперь принадлежит Москве. 5 лет назад город отдал его в бессрочную аренду, а теперь забрал, без лишних разговоров и без суда. Они апеллировали к тому, что помещение юридически свободно. Но, в принципе, выселение происходит только по решению суда и только судебными приставами. Вот какой ответ на запрос редакции прислал Московский департамент имущества. В апреле 2015 года Департамент городского имущества в установленном порядке уведомил Комитет «Гражданское содействие» о расторжении указанного договора. На сегодняшний день произведена замена запирающих устройств и установлена охрана.
В итоге занятия перенесли в другие помещения. Останавливать работу школы значит оставить без обучения 80 детей. Да, у нас сейчас Бенин, и Конго, и Афганистан, и Сирия, и вот Средняя Азия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. В общем, совершенно интернационал. 16-летний Мардак говорит по-конголезски, и это единственная школа, куда он может пойти учиться в Москве. Я учусь только здесь. А в другом месте я вообще не учился. Комитетом «Гражданское содействие» в прошлом году было зафиксировано 64 отказа принять ребенка в школу. Могут быть не в порядке документы у родителей, могут быть просто школу не хотеть как-то дополнительные проблемы иметь с ребенком-мигрантом. Некоторые дети объективно не готовы идти в московскую школу, потому что они не очень хорошо говорят по-русски, они сильно отстают по какому-то из предметов. Это единственный в Москве центр, который занимается такими детьми и способствует интеграции мигрантов в общество. Новое помещение центру предоставили правозащитники из центра «Мемориал». Все сетуют на то, что мигранты не знают языков того всего 5-10. В центре детей мигрантов готовят так, чтобы они могли учиться в обычной школе наравне с обычными московскими детьми. То есть решают эту проблему культурных противоречий и несовместимостей. Сейчас сотрудники центра надеются только на сочувствие граждан, и они уже получили несколько звонков с предложениями подыскать помещение. Выселяют беженцев и из французского лагеря неподалеку от города Кале. Однако власти Франции при этом обещают вынужденным переселенцам новое временное жилье с лучшими условиями. По заявлению местной префектуры, часть лагеря должна быть освобождена до 23 февраля. Для тысяч людей, которые бегут от войны и бедности в своих странах, этот лагерь, известный как джунгли, стал временным домом на пути в Великобританию. Сейчас там живут около 4000 человек. Беженцев планируют расселять в переделанных из контейнеров жилищах. Новое место вызывает у них неоднозначные впечатления. Это выглядит как тюрьма. Мы не хотим жить в контейнере. Не надо нас расселять. Мы не жить сюда приехали, а только чтобы добраться до Британии. Нам очень здесь понравилось. Раньше мы жили в джунглях, и там постоянно было холодно, негде поспать нормально, даже одеял не было. Мы здесь уже неделю, и все очень хорошо. Русские немцы неожиданно стали самыми ярыми противниками политики Ангелы Меркель в отношении беженцев. Они выходят на митинги и даже присоединяются к радикальным группировкам, требуя выгнать незваных гостей из страны. Почему русскоязычные жители Германии, сами в прошлом мигранты, проявляют такую агрессивность? В настоящее время и русская служба «Радио Свобода» представляет вторую часть специального проекта «Говорит Германия». Меркель должна уйти. Меркель в Сибирь, Путин в Берлин. Путин, помоги нам, скандирует толпа. Над головами российские флаги. Движение Пегида, европейцы-патриоты против исламизации Запада, с момента своего появления около года назад было не только антиисламским, но и пророссийским. Я нахожу в настоящий момент политику России более взвешенной. Правительство Германии находится на пути разрушения всего того, что удалось построить за последние 20 лет, на пути причинения вреда собственной стране и Европе в целом. Последний крупный митинг в Дрездене, городе, в котором зародилось движение Пегида, собрал около 5000 человек. Роль Дрездена в истории немецких протестов и российско-немецких отношений особая. Здесь было открыто первое представительство фонда «Русский мир». Дрезден – побратим Петербурга. И не только это связывает его с самым известным в новейшей истории России выходцем из этого города. Вот здесь, в тихом дорогом районе, в этом самом здании, располагалось КГБ СССР, где 5 лет работал будущий президент России. С этой лестницы в декабре 1989 года, судя по словам очевидцев, Владимир Путин угрожал применить боевой пистолет, если повстанцы попробуют прорваться в здание. А это уже Берлин. Другие лица, те же лозунги. Среди членов движения Пегида много жителей берлинского района Марцан, в котором проживает около 40 тысяч русских эмигрантов. Для них проблема беженцев тоже стоит остро. По соседству со школой, где учатся дети многих россиян, открыли общежитие для беженцев. А они, как известно, ребята подозрительные. Могут и ребенка украсть. Такой очень интернациональный состав. Венера Герасимов-Вагизова страхи русских немцев разделяет. Сама недавно видела в подъезде подозрительного мужчину неевропейской внешности. Она регулярно смотрит российские федеральные каналы, но лишь потому, что, по мнению Венеры, немецкие СМИ о многих проблемах просто молчат. Доказательством тому послужила история с якобы изнасилованной мигрантами девочкой Лизой.
Промах действительно немецких средств массовой информации был здесь в том, что они, так же как и с кёльнскими событиями, первые дни промолчали об этом. По данным Федерального управления статистики Германии, у 20% населения страны есть иммигрантское прошлое. Самая многочисленная группа тех, кто подходит под определение мигрантов, состоит из русскоязычных выходцев из стран бывшего Советского Союза – Украины, России, Казахстана. Значительная часть этих людей, рассказывает историк и специалист по иммиграции в Германию Дмитрий Белкин, являются немцами, вернувшимися на историческую родину. И вот эти люди, приехав сюда с сознанием того, что сейчас мы будем наконец-то частью немецкого народа, альтернатива für Deutschland, так сказать, новым немецким народом, вдруг выяснилось, что они не являются никакой альтернативой, и даже никто им не готов сказать, когда они стучатся в дверь и говорят: ребята, мы ведь и есть народ. Они говорят: да никакой вы не народ, вы русские. И вот тогда возникает раскол в сознании этих людей, и в эту пустоту, в этот вакуум, так сказать, который очень массивный, очень профессионально интервенцию, так сказать, совершила и совершает российская пропаганда. Русскоязычные люди, которым не удается интегрироваться в Германии, часто примыкают к радикальным правым группировкам. Российские власти, по словам Сергея Лагодинского, поддерживают многие такие группы. Однокурсник Алексея Навального по Ельскому университету, выпускник Геттингенского и Гарвардского университетов, Сергей больше 20 лет живет в Германии и занимается политикой. То, что российские власть придержащие и средства массовой информации, и организации вокруг них делают все возможное для того, чтобы поддержать деструктивные антиевропейские силы, силы, не поддерживающие идеи Европейского Союза в том виде, в каком он есть. Это, в принципе, не вызывает ни у кого никакого сомнения. У нас есть исследования, например, по связям венгерских фашистов Йобик с Москвой. Мы прекрасно все видим, что происходит по поводу поддержки Ле Пен. Тем не менее, недовольство политикой открытых дверей в Германии действительно растет. И совпадение в этом мнении немцев и русскоязычных жителей страны говорит скорее о том, что иммигранты рано или поздно все же интегрируются. А значит, те, кто приезжает в страну сейчас, в будущем, скорее всего, тоже будут чувствовать себя немцами и возмущаться новыми волнами иммиграции. Дарья Соловьева, Юрий Векслер, Эльдар Ализаде. Настоящее время. Команда рестораторов, работающих над меню для оскаровской вечеринки, приоткрыла завесу тайны и показала некоторые блюда, которыми будут угощать голливудских звезд. Подробности в репортаже Рейтер. Посреди этих шоколадных роскошеств возвышается седой господин в простой белой униформе. Вольфганг Пак. Мировая звезда ресторанного бизнеса, он кормит голливудских знаменитостей уже 20 лет. Именно Пак вновь отвечает за меню губернаторского бала, вечеринки, которая проходит после церемонии вручения премии «Оскар». Мы этим занимаемся уже 22 года, и мы знаем, что именно едят эти люди. И к тому же большинство кинозвезд, почти весь Голливуд, ходит в наш ресторан, так что мы знаем их вкусы. Поэтому мы всегда готовим традиционные блюда, всякие вкусности, ну и что-то более современное. Журналистам дали одним глазком посмотреть на некоторые блюда. 1500 гостей отведают омаров, королевских крабов с Аляски и изумрудный рис. А вот и нехитрые закуски. Печеный картофель со сметаной и черной икрой, копченый лосось в виде статуэток Оскара, тоже с черной икрой, закрытый пирог с цыпленком и черными трюфелями. Главный напиток вечера – шампанское. Одни будут заливать горечь поражения, другие праздновать победу. В любом случае припасти надо немало. 88-я церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится 28 февраля. На ужин звезды отправятся сразу по окончании шоу. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.